السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Алхамдулиллах. Вот и 13-й день поста сегодня у нас завершился. Начался 14-й день месяца Рамадан, и мы приближаемся уже к половине месяца. Время скоротечно. Дни священного месяца улетают очень быстро. И это очередное напоминание нам о том, что каждый день необходимо ценить, стараться провести с максимальной пользой для себя, естественно. Сегодня хотелось бы поговорить об аяте, который прозвучит, иншаллах, сегодня на намазе Таравих из суры Аль-Исра. Сура Аль-Исра, ночной перенос. 7-й аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум, ва ин асатум фалаха». Если вы совершаете что-то благое, то вы совершаете благо для себя. А если же вы совершаете что-то дурное, то оно обернется на вас самих. «Ин ахсантум, ахсантум ли анфусикум». Благое, ихсан. Что такое ихсан? То есть, если вы будете совершать ихсан. Ихсан, здесь два смысла закладываются. Первое, ихсан – это совершение должным образом своих обязательств перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Совершение должным образом поклонений, намаз, пост, чтение Корана, зикр и другие обязательства, возложенные на нас Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Вот эти обряды, вот эти действия, человек должен их совершать с ихсаном, то есть в совершенстве, наилучшим образом. И также ихсан – это благое действие в отношении других людей. Благое действие к рабам Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Не только к людям, а также и к другим творениям, животным, птицам и другим творениям Аллаха, которые нас окружают. И Аллах Субхану ва Тааля, говоря, что если вы будете совершать благое, то есть будете выполнять то, что возложено на вас наилучшим образом, и также будете совершать благо в отношении других людей, то вы будете совершать благо кому? Самому себе. Самому себе. Это очень важный аят и сильное напоминание нам. Ведь часто человек забывает, для чего он выполняет те или иные благие деяния. Для кого, то есть с какой целью он читает намаз, с какой целью он читает пост. Все эти обряды поклонения, он делает их для чего? Чтобы получить пользу для самого себя. Он читает намаз, чтобы посредством этого намаза Аллах Субханаху ва Тааля простил его грехи. Чтобы этот намаз стал причиной спасения от огня в судный день и стал причиной того, что человек войдет в вечное блаженство в райских садах. Держит пост с той же целью, ради довольства Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах посредством нашего этого поклонения простил нас, уберег нас и ввел нас в райские сады. Так ведь? Но человек это забывает, и забывчивость его сказывается на том, как он начинает выполнять эти действия. Намаз теряет свою смиренность, теряет сосредоточение, богобоязненность, и человек, уже будучи в намазе, выполняет его не лучшим образом. В спешке, своими мыслями уходит куда-то далеко, не думает о намазе, не думает о Всевышнем Аллахе Субханаху ва Тааля. Держит пост, однако этот пост у него также полон недостатков. Он сдерживает, удерживает себя от еды и питья,
однако не удерживает свой взор, свой слух и другие органы тела от других греховных поступков. Почему это все происходит? Потому что человек забывает, кто получит пользу от этого всего. Он сам получит. И если бы мы всегда это помнили, и вот этот аят нас как раз-таки об этом напоминает. Ведь когда дело касается мирских дел, если мы что-то делаем для себя, покупаем что-то для себя, каким образом мы это выполняем? Мы хотим себе лишь самое лучшее, верно? Например, кто-то хочет купить автомобиль, он не хочет купить какую-то рухлядь прогнившую. Он столько проверок проведет, он столько исследований, обследований проведет, не крашенные или не битые, или да, все разные базы данных в интернете откроет, потому что он покупает этот автомобиль для себя. Или человек хочет жениться, или же женщина хочет выйти замуж, она наводит справки, узнает, что это за человек, каков он, потому что он ищет супруга для себя. То есть, таким образом, какое бы действие мы ни выполняли, и связанные с нашей мирской жизнью, мы всегда хотим самого лучшего. И мы стараемся на этом пути. А поклонение же наше, оно связано не только с этим миром. От нашего поклонения, от того, как мы его будем совершать, выполнять, зависит наша вечность. И вот этот аят нам напоминает о том, что то, каким образом ты будешь выполнять, это обернется благом лишь тебе самому. И если ты будешь делать упущения, какие-то недостатки, то эти недостатки и упущения, опять-таки, кому вернутся они вредом? Тебе самому. И Аллах Субханаху ва Тааля также говорит: «Ваман шакара фа иннама яшкуру ли нафсихи, ваман кафара фа инна рабби ганиюн карим». В суре Ан-Намль, 40-й аят. И кто проявит благодарность, то он проявит благодарность в пользу самому себе. А кто же проявит неверие, будет поступать несправедливо и не будет неблагодарным, то воистину мой Господь, Он богатый и щедрый. То есть от того, что человек грешит, совершает какие-то злодеяния, делает упущения в своем поклонении, Аллах Субханаху ва Тааля от этого не страдает, ему ничто не вредит. Он гани, он богат, он ни в чем не нуждается. И поэтому иногда человек, вставая на намаз, он выполняет его так, как будто делает кому-то одолжение. Возможно, даже сложится впечатление, что он делает одолжение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, выполнив свой намаз быстро-быстро, там, за пару минут, чтобы сбросить с себя обязательства. Вот, я сделал же. Но Аллах Субханаху ва Тааля что нам говорит? «Ин ахсантум», если вы будете выполнять благие деяния и будете их выполнять в совершенстве, вы будете во благо себе. А если будете выполнять упущения, допускать, то это ты сам себе вредишь этим самым. И также касаемо, как мы сказали, ихсан, первое – это выполнение своих поклонений должным образом. Но также ихсан – это благодеяние в отношении других людей. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Какое благое действие вы не совершили, вы непременно обнаружите его у своего Господа лучшим и большим по награде. Также говорит: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Какое бы благое деяние вы не совершали, вы непременно обнаружите его перед Аллахом, когда вернетесь к Нему в день суда. И воистину Аллах видит, что вы совершаете. «Ман амиля салихан фалинафсихи, ва ман асаа фа'алейха». И здесь тоже Аллах говорит: кто совершил благое деяние, то он делает его в пользу себе. «Ва ман асаа», а кто же совершил упущение, недостаток, зло, фа'алейха, то оно будет на нем самом. «Thumма иля раббикум турджаун», затем вы вернетесь к своему Господу. И в отношении благих дел, благих поступков к другим людям,
Тоже часто у человека возникает некое чувство, когда он совершил что-то доброе, кому-то дал садака, кому-то в чем-то помог. Иногда у человека возникает чувство, что он тем самым помог этому человеку, что он сделал уступку этому человеку, услужил этому человеку. И когда вот эти благие деяния учащаются, у него даже в сердце начинает появляться некая жадность, сколько уже можно вам помогать. Да? Либо же где-то, например, происходит сбор, да, просит помочь, он отправляет, например, с этого зашел в Сбербанк онлайн, закинул там небольшую сумму, 200-300 рублей, и тем самым у него такое чувство, как будто он им, да, свой должное отдал им свое. Все, не просите у меня больше. Такое чувство у меня в сердце, оно такое бывает иногда у человека. Как будто, совершив благое, он совершил его для кого-то. Вышел после намаза почистить снег, как будто он совершил это для хазрата, который попросил его это сделать. И примеров этого много. Его попросили о помощи. Какой-то нуждающийся, какой-то бедный, нищий, садака ему надо дать. И чувство такое, как будто помогаешь ему. Однако вот этот аят нам что напоминает? Ты в первую очередь помогаешь кому? Помогаешь себе. И давая садака, ты приумножаешь благие деяния свои. И Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Бакара говорит: «Матhalу аллазина юнфикуна амвалахум фи сабили Аллахи камаthali хаббатин амбатат саб'a санабиля фи кулли сумбулатин ми'ату хабба». Пример тех, которые расходуют свое имущество на пути Всевышнего Аллаха, это подобно зернышку, посаженному зернышку, которое произросло в 7 колышков, и в каждом колосе 100 зерн. Садака, Аллах Субхану ва Тааля говорит, оно подобно зерну, которое было посажено. Из зерна выросло 7 колосьев, и в каждом колосе 100 зерен. То есть Аллах Субхану ва Тааля увеличивает награду за садака в сколько раз? 700 раз. Валлаху юдаифу лиман яша, валлаху васи'ун алим. И Аллах преувеличивает, приумножает тому, кому пожелает. Приумножает, кому пожелает. И таким образом, когда ты даешь садака человеку или же на каком-то благом деянии, надо знать, что каждый рубль, или каждая сотня, или каждая тысяча, которую ты пожертвовал на этом пути, она не им на пользу, она на пользу тебе самому. И чем больше ты пожертвуешь, тем больше выгоды от этого извлечешь кто? Кто? Ты сам от этого больше выгоды извлечешь. Или, к примеру, человек в семье. Мужчина в семье главенствует, у него есть некое величие, достоинство. И порой возникает такое, что в семье некий разлад, спор, ссора с супругой. И мужчина не идет на уступки, хотя мог бы пойти, закрыть на что-то глаза, простить, но он думает, что если я сейчас пойду на уступки, тем самым я прогнусь и сделаю услугу для нее, что она от этого выгоду получит, а я же что-то потеряю. Однако, что мы знаем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе нам сказал: «Хайрукум ли ахлихи, ва ана хайрукум ли ахли». Лучший из вас тот, который наилучшим образом относится к своей семье. И я тот, кто наилучшим образом отношусь к своей семье. То есть человек, пойдя на примирение, пойдя на какие-то уступки, закрыв на что-то глаза, он будет тем, кого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал лучшим. Таким образом, кто выгоду получает от этого? Сам мужчина, который на что-то порастил, на что-то закрыл глаза. Или произошла ссора между знакомыми, друзьями, близкими, братьями. И человек может взять свое право, может в ответ что-то сказать, может в ответ оскорбить, а может простить. Однако человек не прощает, потому что считает, что простив, он упустит что-то.
а тот человек получит от этого выгоду. Однако, что говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране? «Фаман афа ва аслаха фа аджруху аля Аллах». А тот, кто простит и примирит, то награда его будет у Аллаха. Кто простит и примирит, то награда его будет у Аллаха. Получается, человек, когда прощает, выгоду извлекает от этого прощения он сам в первую очередь. Не тот человек, которого ты простил, а ты сам. «Ва ан та'фу акрабу литтаква», говорит Всевышний Аллах, и прощение, оно ближе к богобоязненности. Прощая, человек становится еще ближе к богобоязненности. И таких жизненных случаев, примеров много можно приводить. Например, человек устроился куда-то на работу, или взял какой-то заказ, или производит некую продукцию. И порой у него, он, выполняя свою работу, может допускать некую оплошность, совершать ее с прегрешениями, не лучшим образом. Почему он это думает, так совершает? Потому что у него чувство, что зачем мне лишний раз себя изнурять, ведь это все равно пойдет другим. Другие от этого будут пользу получать. Зачем мне свое время лишний раз тратить, ведь все равно от этого будут пользу получать, от моей работы получать пользу будут другие. Однако он забывает хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям нам сказал: «Инна Аллаха юхиббу миналь абди, ида амиля амалян ан юткинаху». Аллах любит, когда его раб, выполняя некую работу, выполняет ее наилучшим образом. То есть человек, выполняя свою работу, может, он на заводе работает, на станке каком-то, заказ какой-то взял на производство мебели, либо производство какого-то товара, или шабашка какая-то, строительство, или еще что-то, любая работа, когда он ее выполняет должным образом, вкладывается в нее, усердствует в этом деле, да, люди от этого будут радоваться, но пользу в первую очередь он будет извлекать сам, потому что он этим действием что получает? Любовь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ты, выполняя свою работу лучшим образом, достойным образом, в первую очередь выгоду получаешь сам и получаешь любовь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И что же сказал Аллах Субхану ва Тааля: если я полюблю своего раба в хадисе Кудси, то я буду взором его, которым он смотрит, и руками его, которым он что-то берет, и ногами его, которыми он идет. То есть все его деяния, они будут действиями, которыми доволен Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И если он попросит у меня о помощи, то я окажу ему помощь. А если попросит у меня что-то, я ему отвечу на его мольбу. Это следствие любви Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, когда человек вот таким образом выполняет свою работу в совершенстве, лучшим образом, не кто-то другой от этого выгоду имеет, а сам человек в первую очередь. И вот этот аят, сегодня, иншаллах, в суре Аль-Исра, 7 аят, эти слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля мы услышим: «Ин ахсантум ли анфусикум, ва ин асатум фалаха». Это должно быть правилом, которое будет всегда у нас в уме и в памяти. Если я что-то совершаю хорошо, должным образом, и оказываю помощь другим, кто от этого пользу получает? Я сам. А если я совершаю какие-то упущения, какие-то грехи, проступки, вред от этого тоже мне лишь самому. На этом мы завершим. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله